Это важный экономический центр юга уйгурской автономии. Именно здесь находились исторически известные государства Цуца и Гума. Что осталось от этих древних царств сегодня? Отправьтесь с нами в Куча. Центр государства Цуца находился в городе Куча округа Аксу. Древнее название звучало как Кюсина. В процессе тысячелетних фонетических изменений произношение постепенно превратилось в Куча. По сути, это два названия одного и того же места. Государство Куча существовало очень долго, со 176 года до нашей эры до конца XI века. В книге Хан это государство упоминается впервые, и оно было одним из самых могущественных среди стран западного края. В 65 году до нашей эры царь и царица Кучи прибыли в столицу Чиньян. Император Сюаньди придал этому огромное значение и одарил их множеством редких сокровищ. Так Куча стала крупнейшим государством западного края, имевшим самые тесные связи с Хан. Даже сегодня место, где находится город Куча, остается важнейшим транспортным узлом. По горной трассе можно попасть на север, в Урумчи, на юг, через пустыню, в Хатан. На западе он соединен с округом Кашгар, на востоке, с другим узловым пунктом Бачо. Это центр, где сходятся авиационные, железнодорожные и автомобильные маршруты юга уйгурской автономии. Старый город Куча эпох Хан и Тан находится в восточной части города Куча. От него осталось лишь холмы. В III веке буддизм по шелковому пути проник в Кучу. Благодаря активной религиозной деятельности, строительству храмов и пещер, Куча стал знаменитым буддийским центром западного края. Великие монахи, такие как Кумараджава и Суанцен, побывали здесь. Культурный обмен между Востоком и Западом породил здесь блестящее уйгурское искусство музыки, живописи и скульптуры. Китайские музыкальные инструменты, такие как хуцин, пипа и цзыгу, отсюда распространились по всему Китаю. Музыкальные произведения оказали огромное влияние на самобранную и девятибранную музыку династий Суй и Тан. Лиды танцев Хотан и Хусуан до сих пор сохранились во многих национальных танцах Азии. Поэтому Куча получил еще одно название – «Земля музыки». Куча – конечный пункт знаменитой Доку, горной трассы, также известной как Чиншанская дорога. Она начинается на севере у города Карамай и заканчивается на юге в городе Куча округа Аксу. Ее длина – 561 километр. В 60-х годах в чрезвычайно трудных условиях была построена эта дорога, пересекающая Тяньшан. На пике работ в строительстве участвовали десятки тысяч человек, и 168 человек отдали свои жизни. Сейчас Докугорная дорога – самая известная живописная трасса уйгурской автономии. Путешествуя по этой дороге, можно увидеть каньоны, озера, степи, заснеженные горы, Ядан и другие формы рельефа. Выехав из города Куча, мы отправляемся в обратный путь по Докудороге и скоро достигаем памятника, отмечающего ее конечный пункт. Рельеф представляет собой смесь данца и Ядан. Рельеф данца – вертикальная тектоническая трещиноватость, а рельеф Ядан – ветровая эрозия. В уйгурской автономии рельеф Ядан создал множество так называемых «дьявольских городов», которые являются творениями ветра и песка, высекавших их на протяжении тысячелетий. Пещера Кызыл, в 70 километров от города Куча, вырублена в отвесных скалах на берегу реки более чем на 100 лет раньше, чем пещера Магаров Дунхуана, и является самыми древними буддийскими пещерами в Китае. У подножия пещер установлена статуя Кумараджава. В истории Китая есть 4 великих переводчика – Кумараджава, Чжэнди, Суанцзэн и Букун. Кумараджава – первый среди них. Отец Кумараджава был знатным человеком из Индии, а мать – уйгурка из Кучи. Когда Фуцзян из династии ранее Цин завоевал Кучу, он взял Кумараджаву с собой. Он всецело посвятил себя переводу буддийских сутта, вместе с учениками перевел более 70 текстов Махаяна, внеся неоценимый вклад в китайский буддизм. Пещера Кызыл сильно пострадали от разрушений исламистами и грабежей. Только в 81 пещере сохранились фрагменты настенных росписей, и лишь несколько пещер открыты для посещения туристами. Но даже по сохранившимся фрагментам фресок и скульптур мы можем почувствовать уникальную эстетику искусства Кучи. После XI века буддизм в Кучи пришел в упадок.
Кашгарское ханство уйгуров-караханидов, расположенное к западу от Кучи, начало обращаться в ислам и развязало затяжную священную войну против буддийских уйгурских государств западного края. После этого Куча приняла ислам. Превращение цуцев в Кучу – это и географические изменения, и историко-культурная трансформация. Буддийская вера эпох Хан и Тан сменилась исламской верой эпох Мэйн и Цин. В городе Корла у нас еще не было сильного ощущения уйгурского западного края. Однако, когда мы поехали к большой мечети Кучи, нас охватило сильное ощущение экзотики, и оно неразрывно связано с превращением буддийской цуца в мусульманский Куча. Большая мечеть Кучи – вторая по величине мечеть на юге уйгурской автономии. Ее двор просторен, архитектура величественная и стройная. Деревянные колонны в молитвенном зале украшены сложными узорами, а узоры на оконных решетках разнообразны, сочетая китайские и уйгурские черты. Минареты, сложенные из синего кирпича, изящны по форме, купола на их вершинах округла и симметрична, каждая деталь прекрасна. Выехав из города Куча на запад, мы прибыли в каньон Чиншан-Тамур. Тамур на уйгурском означает «железный», «опасный», «таинственный». Каньон Тамур – самый крупный краснослойный каньон к северу и югу от Чиншаня, а также обязательный проход на древнем пути Музат, соединявшем север и юг Чиншаня. В каньоне извилистые овраги. Форма скальных стен очень похожа на каньон Колорадо в США, но он еще более глубокий и извилистый. Под палящим солнцем на песчаной дороге, на багровых скалах нет ни травинки. Кажется, здесь сотни лет не было дождя. Однако, всего через 40 минут езды мы достигли деревни на западной стороне. Пейзаж оказался совершенно противоположным. Чем дальше, тем зеленее становились горы по обеим сторонам дороги. Добравшись до глубины деревни, мы увидели, что у подножия зеленых холмов раскинулись степи, полные скота. Уйгурская природа поражает. Вскоре начался сильный ливень, крупный град барабанил по стеклу, не давая разглядеть дорогу. Только что мы в солнцезащитной одежде шли по пыльной песчаной дороге, а теперь будто сидели в рыбацкой лодке в море. И как только машина выехала из деревни, тучи сразу же рассеялись, яркое солнце висело высоко в небе. Поездка в деревню была словно сон. Этот день завершился в городе Аксу. Город Аксу когда-то был территорией древнего государства Гума. Гума был важным городом-государством. Его центральный район охватывал землю от современного уезда Венцу до уезда Байчэн округа Аксу. В 60 году до нашей эры Аксу находился рядом с крупным государством Куча и часто был его вассалом. Во времена Царствия был аннексирован Кучаром, а затем стал подчиняться царству Вэй. В 658 году нашей эры при династии Тан здесь учредилась область Гума, которая вошла в состав наместничества Анси и управлялась наместничеством Кучи. Сегодня город Аксу, на месте древнего государства Гума, центр округа Аксу и самый экономически развитый город на юге уйгурской автономии. В Карле мы ели ароматную грушу, а в Аксу – яблоки ледяного сердца. Они сладкие до самого сердечка.